Чуваш – это звучит гордо. Уже почти 10 лет в Нижнем Новгороде широко празднуется один из самых важных национальных чувашских праздников – Акатуй. Ежегодно в последнюю субботу июня в парке имени 1 мая нижегородцы могут познакомиться с культурой и традициями одного из древнейших народов. Акатуй – это великий традиционный чувашский праздник. Его проводят после того, как народ справился посевной. Его принято отмечать во всех районах Чувашии по-разному. Но всегда это песни народные, древние, всегда это танцы народные, древние. Прародителями чувашского народа ученые считают древнейшие этносы Алтая, Китая и Средней Азии. Сегодня наиболее вероятной считается булгаро-суварская теория происхождения чувашей. Первое употребление слова «чуваш» в русских письменных источниках датируется 1508 годом. В середине XVIII века состоялась массовая христианизация чувашского народа. Сегодня большинство верующих чувашей православные, но память о языческих традициях до сих пор жива в народе. Организацией и проведением нижегородского Акатуя все эти годы занимается Анатолий Петрович Ефимов. Как энтузиаст и патриот, он прилагает большие усилия к изучению истории родного народа и популяризации чувашской культуры в Нижегородской области. Несмотря на то, что это чувашский праздник все-таки довольно далеко от Чувашии, мне кажется, это действительно важно для сохранения культурного наследия. Значительную часть любой культуры составляют традиционные промыслы и ремесла. Гости праздника Акатуй имели возможность познакомиться с образцами национальной чувашской вышивки, выполненной современными мастерами. Важная отличительная черта – использование различных техник. Так, например, одна работа может быть выполнена гладью, крестом и тамбурным швом. В чувашской вышивке насчитывается до 26 типов швов. В каждой местности существуют свои уникальные приемы. Узоры отличаются большим разнообразием. Композиции вышивок составляют из элементов символов. Главные из них – вода, небо, земля. Вышивка может сочетать в себе геометрические, растительные и животные мотивы. Основные цвета – красный, приглушенный и яркий, зеленый, оранжевый. Чуваши входят в десятку самых многочисленных народов Нижегородской области. По данным последней переписи населения, к этой национальности себя относят около 10 тысяч человек. Сегодня на территории Нижегородской области существует два общественных национальных чувашских объединения – Чувашский культурный центр и Чувашская национально-культурная автономия. Также создано несколько народных коллективов. На такие масштабные события, как Акатуй, все они обязательно собираются вместе. Ансамбль «Илем» – один из хранителей чувашских традиций и чувашской культуры на Нижегородской земле. В их репертуаре много старинных песен. У нас смешение дружбы народов, смешение всех этих вот. Он, супруга, лучше меня чувашский язык знает. Поет, хотя на русской полностью. Для аккомпанемента участники коллектива используют народные инструменты, причем как чувашские, так и русские. Среди них шакмак, трещотки, катанка, парапан. Илем – ансамбль с богатой историей. Основан он был в 30-е годы прошлого века. Великая Отечественная война и тяжелые послевоенные годы на несколько десятилетий приостановили творческую жизнь коллектива. Но в 70-е Илем возродился. Новая история началась благодаря энтузиазму вот этой хрупкой женщины – Татьяны Тимофеевны Зайтовой. Я ездила за гармонистом даже в Марпосаду за свои деньги, а получал, что я в клубе, 60 рублей. И на это 60 рублей вот и надо шить фартуки всем, одинаково всем шила. Потом кому тут рубашки надо шить. Долгие годы Татьяна Тимофеевна была бессменным руководителем Илема. Сегодня она старейшая участница ансамбля, хранительница традиций. Многие обычаи, о которых в наши дни сохранились только рассказы, она видела своими глазами. Вот я маленькая была, в школе еще училась, наверное, не знаю, в 4 классе. Мы ходили в сенокос, вся вот в этом наряде. И эту вешали.
Все. Но фартуки были не шелковые, а простые. Обычай выходить в поле в праздничных одеждах исследователи объясняют тем, что чуваши считали земледельческий труд священным действием. В древние времена вес наряда чувашки мог достигать 16 килограммов. Его львиная доля приходилась на манисту и головной убор. Эти детали чувашского женского костюма, по одной из версий, не что иное, как видоизмененные боевые доспехи так называемых чувашских амазонок. Правда, официального научного признания эта теория пока не получила. Манисты и головные уборы, изготовленные из серебряных монет, служили не только украшением, а и своеобразным банком. Вот это вот серебро. Это вот мамина. А когда мы были маленькие, тут финская война, что ли, началась, папу забрали в армию, а кормить нас нечем. Вот она меняла на сахар. Отрывала вот эти вот крупные и меняла на сахар, кормила нас. Нас много было, 7 человек, 3 девочки, 3 мальчика было. Ну, все-таки же выкормила нас. Все-таки же выжили. Подлинные элементы костюма есть у каждого участника Илема. Унины горны самый старинный. Это подлинный костюм чувашский. Это носили женщины. Здесь у нее головной убор, посмотрите, интересный. На платке у него масмак. На шее вот назад идет. Это сурбан. Там это тоже настоящий сурбан, посмотрите, очень красиво. Вот этот сурбан завязывали тоже на голову. Это все льняное, самотканка, вот, фартук и вот денежки манисты одевали вперед, еще разукрашивали. Сурпан носили и мужчины. В таком варианте этот элемент использовался в качестве кушака. На вышивку одного сурпана уходило 2-3 года. С помощью узоров вышивальщица рассказывала историю своей жизни. Надо было не менее 7 сурбанов приготовить ко дню свадьбы. И она раздаривала такие сурбаны и родителям жениха. Она оставляла для себя не менее 3-4 сурбанов, потому что она должна была потом дарить эти сурбаны своим дочерям при замужестве. В домах жителей села Лысая гора Воротынского района сохранилась не только старинная одежда. Здесь можно встретить уникальную для нашего времени утварь. Особенно интересно вот это приспособление под названием кунгра. Здесь мука по краям, смешивали ложечкой, ручкой, а потом раскатывали. Здесь же все делали пирожки и так далее. Ну, очень удобно. Национальная чувашская кухня заслуживает отдельного внимания. Особо разнообразен праздничный стол. Это блюдо на чувашском языке называется пужура-журби. Это традиционное национальное блюдо. Варится, значит, мясо. Это из овечьей головы, из ножек, ушек и внутренности. Варится долго, 3-4 часа. Все потом разварится. Вот это вытаскивается, все вот это на тарелку, делится от костей мясо, и обратно мясо потом пускают, еще раз кипятят. Чувашская национальная кухня особенная. Здесь на одном столе соседствуют баранина и ватрушки, сыр и вареники, хуран-кукли. Самым изысканным деликатесом у чувашей считается шартан. Это мясо, запеченное в бараньем желудке. Блюдо готовят несколько дней в печи. За счет этого оно получает особый нежный и насыщенный вкус. Традиционные блюда национальной кухни не забывают и в городе. Встречи гостей в чувашском доме не обходятся без хулпу – закрытого пирога с начинкой из картофеля и мяса, окрошки на кефире, вареников с начинкой из творога и зелени. Особое место в рационе чувашей всегда занимало пиво. В каждом чувашском дворе была построена специальная лачуга, которую использовали для пивоварения. Этот процесс очень трудоемкий, только на приготовление солода уходило до 12 дней. Пиво делали 2 видов – повседневное легкое, его могли употреблять даже дети, и праздничное густое крепкое. В Нижнем Новгороде проживает половина всего чувашского населения области. Мы решили, что нам не хватает общения именно на родном языке, и что нам нужно все-таки вместе сплотиться. Сохранение родного языка – одна из основ сохранения культуры в целом. Корни чувашского языка уходят в глубокую древность. Предки чувашей основывались руническим письмом.
свое время. А потом болгарское время, когда была Великая Болгария, потом Волжская Булгария, тогда арабской графикой пользовались. Вот. А после этого, когда вошли в состав России, долгое время не было у них своего алфавита. Современная чувашская письменность появилась относительно недавно, в 70-е годы XIX века. Если в русском алфавите 33, то у нас 37. То есть дополнительные еще буквы, которые обозначают специальные звуки, которых нет, например, в русском языке. Это звуки О, Ю, Щ и Э. Создателем чувашского алфавита стал Иван Яковлевич Яковлев. Благодаря этому человеку для чувашей стало возможным получать полноценное образование на родном языке. Сразу после введения нового алфавита были изданы двуязычные русско-чувашские буквари, открыты чувашские школы. Еще несколько десятилетий назад чуваши до 7 лет использовали только родной чувашский язык. Сегодня большинство молодежи разговаривает на русском с рождения. В Нижегородской чувашской национально-культурной автономии одну из главных задач видят в том, чтобы новое поколение не забывало свои корни, свой язык. Наши цели у нас простые и банальные. Это сплотить всех нижегородских чувашей, чтобы опять-таки сохранить нашу культуру именно здесь, в русском городе. Чувашской национально-культурной автономии Нижнего Новгорода существует всего 4 года, но за это короткое время чуваши смогли занять достойное место среди других национальных объединений области. Все мы достойный народ, и каждый представляет свою нацию, в лучшем виде, скажем так. Но у нас цель – это дружба между народами, соответственно, и культура города Нижнего Новгорода. Мы показываем межнациональную культуру Нижнего Новгорода.